Всем привет! Меня зовут Максимов Саид, мы на канале KSL for Business. Юридическая сторона бизнеса кажется скучной на первый взгляд, но как только что-то идет не так, разворачивается действо похлеще ваших форс-мажоров. И тут как никогда кстати нужна будет защита и консультации грамотных юристов. Мы решили не дожидаться кризисной ситуации, а подготовиться к ним заранее, заручившись полезными советами профессионалов. О насущных для каждого предпринимателя вопросах при составлении договоров мы и будем говорить в сегодняшнем выпуске с юристом с 15-летним опытом, с Жибек Карамановой. Здравствуйте, меня зовут Жибек Караманова, я юрист, управляющий партнер юридической фирмы Керемет Холдинг. Около 15 лет я консультирую различные компании, проработав в больших юридических фирмах, инвестиционных компаниях. И сегодня я хотела бы рассмотреть несколько очень простых советов при рассмотрении договоров. Ведь договоры, несмотря на их кажущуюся простоту и лаконичность, оказывают большое влияние на развитие бизнеса предпринимателей. Первое. Начнем, наверное, с самого простого и очевидного. Когда вы открываете договор, первое, что вы видите, это стороны, а именно кто подписал данный договор. Так кто же эти подписанты? Обычно подписывает генеральный директор, обычно прописывается действующий на основании устава, либо человек, действующий на основании доверенности. Так вот, первый совет – это проверить полномочия этих подписантов. Для этого самый простой совет – попросить у контрагента, то есть той компании, копии приказа на генерального директора, либо копию доверенности. При этом особо необходимо обратить внимание, на какую территорию выдана данная доверенность, на какой срок и, конечно же, какие полномочия были выданы данному человеку. Ведь если у человека нет полномочий, данный договор можно будет признать недействительным. Второе. Законодательство Казахстана четко регламентирует, какие условия в договоре являются существенными или обязательными. В каждом типе или виде договора эти условия разные, но тем не менее есть схожесть. Например, предмет договора, стоимость оказания услуг, срок поставки товаров. Пожалуйста, обязательно проверьте своими коллегами-юристами, все ли существенные условия договора прописаны в вашем рассматриваемом документе. Третье. Если вы заключаете договор с физическим лицом, то настоятельная просьба попросить у данного лица, если он состоит в браке, нотариально заверенное согласие супруга на заключение такой сделки. Данное согласие необходимо при заключении любого договора, по которому идет отчуждение имущества или покупка какого-то имущества. Например, договор займа, договор залога, договор купли-продажи, квартиры или автомобиля, либо если человек не состоит в браке, то справка о том, что он не состоит в браке. Либо если человек утверждает, что деньги, на которые он приобретает автомобиль или квартиру, являются его личным имуществом, справка о том, что во время приобретения такого имущества или в то время, как он заработал эти деньги, он в браке не состоял. Самым ужасным последствием будет при отсутствии такого согласия супруга, что по прошествии определенного времени, будь то год или месяц, супруга может, например, узнать о такой сделке, если она не узнала, и потребовать возврат такого имущества, которое без ее согласия продал ее супруг, например, квартиру или автомобиль, что, конечно же, вам нежелательно. Четвертое. В самом конце договора есть пункты, на которые очень мало обращают внимание предприниматели, а именно применимое право и разрешение споров. Применимое право – это то законодательство, по которому регулируются все условия данного договора. Это может быть казахстанское, российское, английское право. И необходимо четко понимать, что есть определенные виды договоров, которые могут регулироваться только, например, казахстанским законодательством. Если говорить о разрешении споров, то надо четко понимать, что есть различные методы разрешения споров. Это обращение в арбитраж, обращение в суд, это медиация. И если это суд, то надо четко понимать, какой это суд, казахстанский, английский суд. Если это арбитраж, то какой арбитраж, учесть все его минусы, плюсы, недостатки, преимущества. Так, например, в Лондонском международном суде арбитража эта сторона понесет огромные расходы при обращении в лондонский арбитраж, поэтому, может быть, есть смысл обратиться в казахстанский арбитраж. Если говорить о медиации, то надо четко понимать, кто будет вашим медиатором. И все эти данные пункты необходимо учесть при рассмотрении этого условия договора. Ну и пятое. Чтобы сэкономить ваше время, чтобы оценить все риски, настоятельная рекомендация обращаться к профессионалам. Обратитесь к юристу для правильной квалификации договора и для профессиональной оценки ситуации.
Юрист поможет разобраться в таких простых пунктах договора, о которых мы проговорили сегодня, так и выработать рекомендации для более сложных и комплексных вопросов.